Таван Осхагал. Таван Осхагал. Пырвыгытильне булдыр Чавашин наци радиовин эфиренче шак самантра Таван Осхагал каларым пени бир хамырын Чаваш халыгебе тада тепленрех, тада тарынрах палашма булдыратпыр. И бир хамыр каларым зинче Чаваш историян терле страницыне ужимлатса быхныче. Тем жерне гайла и бир хамырын Чаваш халыген этнографию ушканезем бетеплен палашмадыдыны чонжухне этнотерритория ушканезем пурыне деп алырсах варныче. Чаваш халыген этнотерритория ушканезене вара хайвагадинче пиде нумай тепчезе нумай наука статьи нумай конеке хайлана история слыхезен тухтаре профессор Шавын бегей Самарды социалы педагогика университетень философия история тенже культурин теория тада юнер кафедрин ердюжи Шавын бегех Чаваш республикин тада Самар облажень осолах тавадевишлещение Екатерина Андреевна Ягафова бирмбада килзе житра. Екатерина Андреевна ырыгун булдыр. Ырыгун. Перень паянхи калажу темене, чынах так откастезе галама булат. Межен дезень и бир Чаваш республикинче бурнаган Чавашсем те пренельзень и тыдырыхсенче Чавашсем пурыныне плеппыр вазене еладырых анатри Чавашсем дезе палырда пырагаветха. Анжахта унды уйрымлыхсем берги пыльзех каймаспыр. Чи пызыки де мэне бир галама булдыра пурунда тесли хрень вазем будунда паранга урыхла галаще. Вазем шырул мене урыхла галаще дезе шамбик самансем бегана пыльзедыраппыр. Анжахта ведь уйрымлыхсем вазем әмірзем хуши ергелензе бына. Вот шагат на территории ушканезем берги паян сирдень тепленрех ица блескеле тебе бледе безер хывыр кулен ешре Чавашчихи бетлаши узы гурмастыр жамба выросла галаш сасын ергелех пулмалабек туенать калазык дартырга шинет на территории ушканезем берги мале ергеленне вазем тогда пангигуна меже таранчини бир лазагума пулдараппыр. Ну, этнотерриториальные группы формировались на протяжении столетий, 17 века и даже, наверное, 19 век мы можем захватить, поскольку миграции продолжались в Приуралье особенно, и как раз благодаря им образовались такие очень интересные локальные группы внутри территориальных групп. А так, в основном, переселенческий процесс затронул, наверное, 18 век в основной массе. Это такой пик миграционного такого потока был. В основном переселялись с территории современной Чувашии, из разных уездов Симбирской и Казанской губернии. Ну, можно сказать, это был такой процесс схода, да, с севера на юг, с северо-запада на юго-восток. Вот в таких направлениях в основном перемещались чувашские крестьяне. И если, например, Приволжская этнотерриториальная группа, вот одна из первых, формировалась в первой половине XVIII века, это территория современной Ульяновской, Саратовской, Пензенской областей, то есть чуваши, проживающие вот в этих регионах, относятся к Приволжской этнотерриториальной группе. И даже Самарская Лука, которая сегодня административно входит в состав Самарской области, это тоже история вот этой Приволжской территориальной группы. То формирование, например, других групп, оно происходило несколько позже. Ну, вот Закамская этнотерриториальная группа – это Закамье, географически западное, восточное Закамье, современный Закамский район Республики Татарстан и север Самарской области. Там первые чувашские селения появляются тоже в 17 веке, примерно так, 70-х, 80-х годов 17 века. Но вот основной все-таки поток переселенцев появляется уже в 18-м, где-то в промежутке между первой, второй, особенно между второй и третьей ревизиями. То есть это первая половина 18 века. Примерно в это же время заселяются территории юго-восточнее Закамья. Это уже Заволжская территория. В основном это Самарское Заволжье. И сегодня это территория Самарской области. Это середина и вторая половина XVIII века. В это же время формируется параллельно, можно сказать, Приикская территориальная группа. Ну, есть такая река Ик, она впадает в Каму. Это территориально сегодня Западная Башкирия и восточные районы Татарстана. Это Бавлы, Бавлы, да. Ну, Бугульма нет. Бугульму мы все-таки и села, которые вот в районе Альметьевска, это все-таки восточный край Закамской группы. Все-таки Закамье. А вот Бавлинский район, села, например, которые сегодня в Бавлинском районе чувашские, они и в культурном отношении относятся как раз к Приикской группе.
А вот в Абдулинском районе в Оренбурге тоже есть удивительные группы, они тоже к приикским относятся? Они тоже, это тоже приикские, да, по всем культурным параметрам. И вот в то же время, когда формировалась заволжская, закамская группа, формируется еще одна в Приуралье. Это, я ее называю Прибельская, потому что села расположены в основном в бассейне реки Белой. Прибельская этнотерриториальная группа. Вот у нас получилось. Да, еще про одну группу я не сказала, это Бузулукская. Я ее выделяю отдельно, потому что она не похожа по своим этнокультурным характеристикам ни на заволжскую, ни на приикскую, ни на прибельскую. Это совершенно особый ареал, и формировался он при участии отдельных групп выходцев из верховых и средненизовых чувашей. И, собственно, эта специфика, она у них сохранялась в культуре довольно долго. И, более того, даже в самосознании. Граница проходит по реке Кинель. Это Самарская область. Так вот, это, по сути, сегодня один район, Похвестневский район, но живущие севернее Кинеля – это заволжские чуваши, то есть это часть вот этой группы, а южнее Кинеля – это как раз часть вот этой Бузулукской, осколочек Бузулукской группы, деревни там Аверкино, Нижняя Аверкино, Средняя Аверкино и Бряйкино. Вроде территориально близки, но история их отличается тем, что вот как раз участвовали выходцы из Курмышского, Ядринского уезда. Вот, поэтому там в языке, соответственно, и в костюме, и в обрядности тоже имеются соответствующие признаки. Более того, самосознание, сказала, они между собой друг друга отличают. Говорят, мы хирдяк, а вы вердяк. Вердяк – это, как от Верьяла. Верьял – это вот, собственно, вот те, что южнее Кинеля. Интересно. Вот по этнотерриториальным группам традиционно принято все эти группы относить к чувашам Анатри. И как будто бы этот вопрос никогда никакой дискуссии особо не вызывал, потому что Анатри, согласно нашим этнографам, это тоже переселенцы из территории верховых и средненизовых чувашей, в общем-то, сформировались здесь, в данном локусе. А здесь мы видим, опять же, тех же переселенцев, собственно говоря, из средненизовых верховых территорий и уже из низовых. Корректно ли называть эти этнотерриториальные группы низовыми, или все-таки каждую этнотерриториальную группу нужно рассматривать как отдельный ценный кусок чувашского народа? Все они куски чувашского народа, это безусловно. Но особенность как раз этнотерриториальных групп, что они формировались при участии выходцев из разных этнографических групп. Все участвовали, и Верьялы, и Анат-Янджи, и Анатри участвовали, но в разных пропорциях. Вот если мы говорим о приволжской территориальной группе, то там поток средненизовых, низовых, но отдельные вкрапления Верьял в отдельных селениях. И это придает, можно сказать, такой интересный колорит, но с акцентом на средненизовую и низовую группы. Закамская группа формировалась при участии выходцев тоже из всех групп, но опять-таки пропорции отличаются. Там, можно сказать, с одной стороны, низовой и верховой сочетание, то есть средненизовой в меньшей степени. У заволжских акцент я бы сделала на, опять-таки, сочетание средненизовых и низовых. Верьяльский элемент там присутствует, но в меньшей степени. А вот бузулукский – это вот абсолютно такое вот сочетание верхового и средненизового. Причем верховые черты, они очень четко проявляются, хотя бы вот в шилек, да, который... Свадебный элемент. Да, место свадьбы более нигде не встречается среди этнотерриториальных групп. А там вот мне в беседе с моим информантом, который, кстати, на тот момент было 103 года, в 96-м году мне удалось побеседовать с ней. Вот она и вспомнила этот термин, когда я ее спросила, вы-то устраивали свадебное место? Да, устраивали. А вы не помните, как оно называлось? И тут она мне говорит «силек». Вот тоже особенность местного говора «силек». Вот, собственно, для меня это было открытие, и, точнее, это было для меня подтверждение того, что это действительно группа, которая сохранила свои черты. По архивным материалам я знала, откуда они переселились, но мне нужно было убедиться, что помимо каких-то диалектных особенностей в языке осталась вот эта специфика. Помимо костюма, в костюме присутствуют определенные элементы, но вот этот термин, он, можно сказать, ответил, на мой главный вопрос, насколько сохраняются или не сохраняются черты культуры тех групп, которые участвуют в формировании этнотерриториальной той или иной группы. И вот далее, если говорить о формуле, я выводила формулы в сочетании, пропорции, причем мои элементы культуры, и языка, они накладывались на архивные материалы. Ведь для начала я выясняла, откуда был поток переселенцев.
И это совпало, это, собственно, говорило о том, что, несмотря на то, что 200-300 лет прошло с момента переселения, а элементы культуры, они вот так или иначе сохраняются. Приикская группа формировалась при абсолютном доминировании выходцев из средней низовой группы, и там это тоже и в костюме, например, да, конечно, наиболее яркий такой признак. Но и, кстати, в свадебной обрядности там нет никаких хайматлах, например, вот в этой группе, да. Вот это подтверждение. Ну и, соответственно, большую роль играет мангирю, как глава, да, поезда, свадебного поезда, ну, как один из моментов таких ярких. Ну и в календарной обрядности, кстати, тоже эти элементы можно увидеть. А вот при бельской группе, ну, она визуально тоже отличается. Там встречается тот самый тип хушпу, который мы видим в Закамье, в частности. Это мягкая полусфера с навершием, да. В заволжской группе хушпу присутствует. Вот вы говорите, чем они отличаются. Если сопоставить два хушпу, они вроде типологически относятся к одному типу, но вот дальше, если рассматривать детали, то есть это размеры, собственно, околыша, да, принципы декора, формы, опять-таки, наушников. Получается, что есть особенности между заволжской и закамской, как, в принципе, и в обрядности существуют отличия, да. Ну, яркий такой пример – это уяв, да. Закамская группа – это ареал уяв со всеми запретами, нюансами там, поведения, да, в то время как в Заволжье термин уяв практически отсутствует. То есть знают слово «праздник», уяв. Ну и скорее такое уже другой, да, по другой причине он распространился. Бельская группа, она очень похожа по своим признакам культурным на закамскую и на заволжскую. И действительно миграционный поток из закамских селений в прибельский ареал был, он наблюдался. Прибельский – это у нас Аургазинский, Аургазинский, да, совершенно верно, да. Федоровский туда же мы можем включить, южный, да, один из южных таких вот районов Башкирии. Ну, в основном Аургазы, конечно, Аургазинский район, наибольшее количество там именно. То есть, получается, Башкортостан был заселен группами уже из Татарстана, из Закамья, Самарской области. Да, причем эти села тоже известны по архивным материалам, можно прослеживать. Но не только, конечно, были прямые переселения непосредственно с территории Чувашии, то есть уезды, которые мы вот фиксируем, там Цивильский, Чебоксарский, Свияжский уезды, они тоже давали в XVIII веке потоки переселения. Но были из Казанского уезда, с той же Ногайской дороги, Зюрейской дороги, например. То есть это вообще переселение, оно было, с одной стороны, как бы прямое, да, вот из Чувашии в Башкирию, но при этом они на какие-то десятилетия даже могли останавливаться в Закамье, Заволжье, потом перемещались дальше. Зюрейская дорога – это же над Камой. Селения, вот, которые сейчас, чувашские селения Закамья, они относились, ну, административно, скажем так, к Зюрейской дороге в том числе. Почему, если они расположены на Ногайской дороге? Ну, вот не могу сказать, почему именно так это было распределено, но в материалах ревизии они вот почему-то обозначены. Да, Ногайская дорога как бы основная, но встречается и как Зюрейская дорога. То есть чувашские селения, расположенные на Ногайской дороге, все равно продолжали числиться в Зюрейской дороге? В Зюрейской дороге частично, да. Интересно. Да. Такое тоже. Такой вопрос для Исачной Чуваши, наверное, больше, да? Скорее всего, да. Это уже вопрос тому, как и что происходило уже, да, в 17 веке, может, раньше. С другой стороны, там есть действительно интересные параллели. Вот на Зюрейской дороге есть крещенские селения, как Икшерме, Савруши, которые мы уже встречаем в Аксубаевском районе, как Савруши, да, которые относятся, наверное, к Ногайской дороге. Ну, в любом случае, очень интересно это все происходило. Головные уборы, различные обряды, традиционный костюм и так далее дают возможности нам предположить, не только предположить, а проследить пути миграции. Однако, как так получилось, что все эти этнотерриториальные группы оформились именно как единый комплекс? То есть переселенец из Закамского ареала в какой-то момент превращается в другую этнотерриториальную группу, сохраняя какие-то черты Закамья, но почему тогда их нельзя отнести к Закамской же группе, если они выходцы, допустим, оттуда же, при этом проявляющие какие-то схожие черты? Там происходит большое вливание из других комплексов? Да, проблема в том, что это получался как бы новый сплав. На вот этой конкретной территории появляются выходцы из разных групп, и они образуют свое оригинальное сочетание элементов. Вот. И понятно, что переселенцы сохраняли определенные элементы, но они переплавлялись.
И вырабатывался свой комплекс. Ведь вот тот же закамский хушпу, он не похож ни на какой другой хушпу, да? Абсолютно. Если взять низовой хушпу, он другой формы. Это конус, вообще-то такой сужающийся, да, декорированный. Ну, отличаются немножко по подгруппам головные уборы у низовых, но все равно прямого аналога нет, кроме, наверное, самый близкий, я думаю, что это, собственно, был прототип закамского хушпу. Мягкий такой вот, на мягкой основе хушпу встречается среди чувашей нынешней Ульяновской области. Это вот Семерсянский куст, наверное, можно так его обозначить. Правда, там был хушпу без околыша. Представляете, шапочка такая, да, обшитая. Как в Алатырском районе, просто как шлем. Как шапочка, да. Вот. И мне кажется, что вот на этой основе у закамских чувашей формируется собственный тип. На мягкой основе, обшитой кораллами и монетами серебряными или нухратками, но с небольшим околышем небольшого диаметра. Такой аккуратненький околыш. В то время как вот у заволжских диаметр этого околыша это где-то 10-12 сантиметров. Закамский хушпу, он имеет там от силы, наверное, 6-7, 8, может быть, максимум. Ну да, действительно, очень колоритный такой хушпу в Закамье. Но, с другой стороны, вот в Башкортостане, опять же, у прибельской группы, про которую вы говорите, у них тоже есть подобное, однако оно сшивается по-другому. Это вот не это уже поздние версии. Поздние. Изначально, да. То есть тот же круглый околыш. Тоже, я думаю, что цилиндрик был открытый, и они его уже где-то, не знаю, на рубеже 19-20, может, скорее даже в 20 веке начали закрывать, зашивать. И плюс, вот что еще отличает, это большое количество именно сначала, наверное, кораллов, а потом уже бисера и стекляруса. Вот у заволжских и у прибельских такие вот подвесочки, которые пришиваются к околышу, и они вот, да, как бы спадают, да, на лоб даже почти. У закамских ничего подобного нет. Там вот абсолютно точно два материала – это коралл и серебряные монетки или нухратки. Да, у них по цвету все очень ограничено. Тусем азлидер захварат про первым батрахан рабан Екатерина Андреевна Ягафова, история слухи сендухтыры, шавамбегех профессор, первым бада самар хулинченки из ежитры и бережерим бекаскедах тавдават прада карангалыч вам малалахта запар. Таван осхагал. Таван осхагал. Сылсуна против Брахучем, Пирани Ферда Тавана с Хагал Каларами, Берсеримбе Паян, Екатерина Андреевна Ягафова Ба, история слухи Зентухтаребе, профессор Багалажатпар, Хальхинчей Берчеваш Халахин, этно территория Ушканизине, Пахсадухатпар. Екатерина Андреевна, вот этнотерриториальные группы формируются при переселении из каких-то местностей определенных групп населения. Однако за счет чего все эти группы, находясь в едином каком-то ареале, тем не менее приобретают вот эти особенные формы. Почему, например, прибельские и приикские группы так друг на друга не похожи? Визуально это как будто бы, можно даже сказать, как два разных народа, потому что у них совершенно разные украшения, совершенно различный комплекс и так далее. Притом территориально они друг с другом не то чтобы сильно отдалены, у них ведь есть и контактная территория, где они встречаются. Это как-то проявляется, вот контактная территория, или у них буквально вот свадебный цикл только со своими и так далее происходит? Как это работает? Я думаю, что, конечно, в XIX веке, когда эти группы как раз-таки консолидировались, да, брачный круг, он был ограничен, не знаю, 50, максимум 100 километрами. И между прибельскими и приикскими брачные контакты были редкими. Это один из факторов формирования любой вообще группы этнической, этнографической, да, этнотерриториальной. Это, назвать ее эндогамией сложно, но, в общем, тенденция существует к заключению брачных контактов внутри. Но здесь свою роль сыграл еще вот этот самый фактор этнокультурный, диалектный. Да, я уже говорила о том, что они пришли с определенной вот этой доминирующей культурой, я имею в виду приикские, да, при доминировании как раз выходцев из средненизовых чувашей, которые закрепили эту традицию, ее сохранили ее до сей поры, да, если говорить, конечно, о традиционном костюме и о обрядности. Прибельская группа, соответственно, она формировалась при участии других выходцев из других этнографических групп. У них формируется как бы своя традиция. Да, она имеет сходство с, вот я уже говорила, с Закамьем, Заволжьем, но при этом это другая совершенно среда.
Вот, поэтому они и получились такими очень разными. Их, кстати, вот называть приуральскими чувашами в разных источниках, указывать как одну группу абсолютно неверно. То есть мы говорим сейчас про приикских и про прибельских, которых обычно называют приуральскими. Приуральскими, да. Ну вот в разных очень даже солидных изданиях можно увидеть такое разделение. Это абсолютно две разные территориальные группы, подтверждается многими характерными чертами. То есть прежде всего вырабатывание их особенностей, вырабатывание этих характеристик, оно связано с тем, что все-таки географически они друг от друга отдалены и из-за какого-то культурного доминирования той или иной этнографической группы. Да. Хорошо. Все этнотерриториальные группы чувашского народа, в отличие, например, от этнографических групп, которые проживают в нашей Чувашской республике, в моноэтничной среде определенной, да, они проживают в иноязычной, в инокультурной, в инонародной среде. То есть кто-то находится в окружении русского народа, кто-то в тесном окружении с татарами, кто-то в тесном окружении с башкирами. Есть, наверное, какие-то контактные территории с марийцами, хотя, это больше про Чувашию, наверное, характерно. Однако, тем не менее, каждый народ так или иначе контактирует друг с другом, должен как-то друг на друга влиять. Насколько это проявлено в этнотерриториальных группах? То есть, можем ли мы выделить некоторые пласты культуры в этнотерриториальных группах, которые можно условно, уверенно назвать инокультурными? Да, это абсолютно точно. И даже можно сказать, что это один из факторов формирования этой оригинальной традиции. Да, конечно, если мы возьмем ту же приволжскую этнотерриториальную группу, то чуваши там расселялись среди мордвы и среди татар. Русские, как соседи, присутствовали, но, может быть, не так много. Скорее, так на Самарской Луке больше проявилось. А так, соседство в пределах селений, в пределах округи – это очень распространенное явление. Более того, изначально селения могли возникать как смешанные, соответственно, формировалась такая очень странная история, что фиксировали очень часто в переписях то в качестве мордвы, в качестве чувашей, на Самарской Луке, по крайней мере, такое отмечается. Браки тоже заключались с XVIII века, то есть можно проследить течение этнических процессов, которые привели к ассимиляции, к формированию разной судьбы в последующих поколениях. Что касается культурного влияния, то здесь очень ярко, пример закамской группы Уяв, откуда он взялся. Конечно, мы можем возвести к традиции ввоя, общечувашская ввоя встречается среди низовых чувашей как очень яркое такое явление, по крайней мере, до недавнего времени. И средненизовых. Средненизовых, Заволжье. Понятие ввоя известно, кстати, везде. В приикской группе, на приволжской. А слово уяв и, собственно, сама эта традиция хороводов, причем это довольно сложный комплекс, не только запретов, но и когда эти уявы, хороводы проводить. Юринев прекрасно это все описал. Сошлюсь на его в первую очередь, хотя, в общем-то, я тоже это наблюдала и записывала по определенным дням. А самое главное, что за хореографические элементы, а главное, песни исполняли совсем не похожие на, собственно, традиционные песни, которые музыканты считают, собственно, наверное, практически заимствованием, в какой-то степени от русских. Надо сказать, что эта закамская зона, она интересна тем, что была зоной соседства не только с мордвой, а с русскими, которые тоже основывали свои селения, даже они подселялись в чувашские селения в конце XVII века. И я думаю, что именно под русским влиянием традиция уяв, она приобретает такую уникальную форму, становится оригинальной такой традицией именно этой группы. Верно, сюжетные песни в целом для чувашского народа не характерны, а здесь же, если мы присмотрим хоровод, как раз песни Уява, что у нурлатских в Чувашии, что в Шанталинском районе Самарской области, то они действительно как лебедушки, такие полноценные сюжетные песни. Действительно, очень интересно. Совершенно верно. С другой стороны, вписывается в концепцию хороводов, тоже очень хорошо. Да. Более того, если опять-таки анализировать тексты этих песен, то в качестве припевов можно обнаружить такие Юшка, сочетания русских слов, которые, я думаю, очень сильно нравились чувашам, но они не все понимали, но вписывали
да, тексты. Действительно, очень интересно. Но в Башкортостане, наверное, должны проявляться какие-то черты башкирского народа. В чем-то это проявляется, например? Ну, скорее, тут можно, наверное, татарское, скорее, такое влияние. В языке, наверное, встречаются, хазар, например, да, вот башкирские алама. чуваши, да, они говорят, это сразу, кстати, бросается в глаза. И в обрядности, конечно, сохранили, наверное, все-таки свой чувашский комплекс. Я не могу сказать, что если брать традиционный комплекс, что там такие достаточно яркие вкрапления, что ли. Здесь это другая немножко история, вот исламизации, это уже, наверное, последующих передач. предмет для другого разговора. Вот в этом влияние проявляется. А так, в целом, даже я бы не стала акцентировать на этом внимание, на именно на таком татарском влиянии. Понял. Очень интересно происходит по этнотерриториальным группам. В любом случае, между всеми этнотерриториальными группами так или иначе есть совместные границы, где они друг с другом находятся. Например, на территории Чувашской республики, если мы рассматриваем те же этнографические группы, условно говоря, северную низовую группу можно назвать частью или продолжением восточно-урмарской подгруппы. Какие-то переходные буферные зоны, где проявляется и та, и другая традиция. Насколько это проявлено у этнотерриториальных групп чувашского народа? Ну, наверное, можно такое пограничие обозначить. Вот, например, Шанталинский район – это граница между Заволжской и Закамской. Там встречается уяв, но при этом, если брать диалектные особенности языка или, например, опять-таки, календарную обрядность, то она тяготеет Заволжской. Вот, знаете, и то, и другое как бы встречается. Вот, например, есть такое село Афонькино, Старое Афонькино, наверное, Угенкель, да, и там рядом вот еще село Солейкино, где живут православные. Они знают прекрасно уяв и поют песни уяв, но при этом они еще и агадуй проводят. Они его, правда, называют сабантуем. Ну, вот как раз татарское влияние, наверное. Ну, сложно сказать. Увидеть. Я вот сам из Янтиковского района, в любом случае у нас это понятие сабандуй, оно присутствует также и, скорее всего, более традиционно, чем агадуй для нашей местности. И, насколько мне известно, по-моему, низовые чуваши в целом используют больше форму сабандуй, чем агадуй. А агадуй больше к средненизовой традиции как будто бы относят. Да, но это логично, потому что соседи татары всю жизнь проводили сабантуй, а, собственно, живя по соседству, и более того, здесь же еще момент такой колхозного вот этого, еще колхозная история, вот, когда как бы одни и те же, да, интересы, итоги подводили, соответственно, во время этого праздника, поэтому такой переход названия наблюдается. Ну и другие моменты тоже присутствуют. Вот, например, щимик очень такой показательный, да, для всех чувашей. Считается, что все чуваши поминают летом на щимик, да, везде, как бы и в Закамье, и в Заволжье. На самом деле нет, есть села в Закамье, где о щимик вообще даже не знают. Ну, вот я, кстати, родом вот из такого села. Правда, что ли? Конечно, пока вот у нас не началось возрождение, да, в последние десятилетия религиозных традиций, да, и распространение влияния РПЦ и так далее, когда родительская суббота вот приобрела вот этот вес, и, соответственно, чуваши очень активно включились и даже начали переносить свои четверговые семейки на субботы. То есть до этого времени, например, у нас не было обычая выходить на кладбище там субботу перед Троицей, да, такого понятия родительской субботы вообще не было. Вот существует другой срок. Это среда перед Вознесением. И в нескольких селах Закамья, я знаю, эта традиция существовала. Кстати, по сей день она существует, и, получается, летом выходит 2 раза. То есть Вознесение и щимик. Да, среда перед Вознесением, и теперь на родительскую субботу перед Троицей. Это на территории Ушканезембе Берсерембегали Алла Минудая Галашрымарынде Шамбада Кунжаны Берсереп Пидемызык Тавзамахи Гала Парманжутпа Пирень радиоитлегензем Шавдери Нума Ишени Ябала Пальме Булдарчиш Шавдери Терлеен Шавдери Пуян Культуралы халық пулныне берте Бургучен Аланза Ильдемир Булеме Жентесен Кирегышта Газанда Чибальдері шли Чевашхан Елыне Нигажанда Парахманны Агавитха Кирек Мілі халық ушынже бурынзасында Пурбірех Паян Хигунчен Упраса Шидерне Шешмарха Она Шавдери Адаландарза Шени формазем Кюрце Пурбірех Авалхи Шугышсыне Сыхлазах Форма Булдарны Кунда Монашлан Малыгана Юлать Поле Екатерина Андреевна Педебызык Тавзире
вăхăт тупса çакын пирки каласа-пама комылдунышын тепӗр хутчине силдерсех варарха хамара дитлегенсене перембатра история сылхизнен тухтăре профессор çавăнбекех самарды социало-педагогика университечен философия история тянче культурин теорийбе үнерен кафедрин ердюжи пульчче çавăнбекех Чуваш республикин тада Самар облачен ысыллăхын тава девишле ещен Екатерина Андреевна Ягафова паяны берет на территорию ушкнезем бирге калаçрăмăр сиренбе варайепе Элдияр булдым эфиртаде предель булычен чебер. Таван осхагал. Таван осхагал.